В горах Ингушетии хоть и не светит яркое солнце, но все еще тепло. Альпинисты между собой говорят, лучшее пожелание для них – хорошая погода. Почти 30 участников из 8 команд. Для каждого из них это новый опыт. Спортсменам придется не просто идти по готовым маршрутам, а прокладывать их самостоятельно. Это сложная форма восхождения, и она требует высокого мастерства. Желаю всем крепкого здоровья, успехов в достижении новых спортивных высот. Самое главное, без травм, пусть победит сильнейший. Чемпионат России впервые проходит у нас в республике. В России, можно сказать. В России, да? Да. И Ингушетия всегда открывает историю. Главное для нас это безопасность. И, в общем-то, класс первого прохождения, это, наверное, самое интересное в альпинизме, это идти что-то новое, где никто никогда не был. Мне кажется, это вот суть высшего альпинизма, к которому все стремятся, и, в общем-то, лучшие спортсмены находятся сейчас здесь. Поэтому желаю вам успеха. В республику приехали альпинисты из Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Москвы, Красноярска, Воронежа, Иркутской области и Северной Осетии. Свои силы в новом для России классе попробуют и наши спортсмены. А именно президент Федерации альпинизма и скалолазания Ингушетии Беслан Гудиев и житель Алкуна Бекхан Аздоев. На первый проход мы пойдем. Раз у нас на нашей территории, нашей республики проходит мероприятие, что как это мы не можем участвовать? Будем. У нас в стране чемпионат в классе первого прохождения проводится в так называемом гибридном формате. Здесь многое от очного класса. Все спортсмены стартуют в альплагере. На месте присутствуют судьи. А вот непосредственно оценивать будут по правилам заочного формата. И альпинисты работают еще в заочном формате. То есть они собирают экспедицию и уезжают в Гималаи. Это называется заочный формат. Они туда приезжают и говорят, мы сходили вот такую гору, вот такие фотографии, делается отчет. И судьи-эксперты, те, кто опытные, знают, что это дело, они согласно этого отчета, они судят и выставляют оценки и баллы. И там, естественно, присуждают места. Этих вершинок, когда мы поднимаемся, там никаких туриков нет, ничего. Поэтому эти маршруты просто сами спортсмены, их квалификация достаточно, чтобы они намечали эти линии. И потом, когда они придут, они делают нам отчет, и мы, согласно этого отчета, им даем оценки. Класс первого прохождения требует высокого уровня подготовки, навыков и опыта. Не упустил возможность попробовать себя в этом и Тихон фон Штакельберг, признанный чемпион мира, многократный чемпион России в различных классах. У него за плечами 380 восхождений. В том числе он занял первое место на чемпионате России по альпинизму в техническом классе весной этого года у нас в республике. Хочется выиграть. Мы для этого сюда приехали. Будем бороться, конечно. Ситуация непростая, потому что непонятно, как тут можно победить. Класс впервые проходит. И не факт, что просто если ты будешь быстрее и сильнее, ты выиграешь, потому что нужно еще правильно выбрать маршрут, красиво его сходить, вовремя угадать с погодой и так далее. Причем, я как понимаю, выгоднее сходить в плохую погоду, что очень необычно, потому что она добавляет очков. И при этом это сделать нужно безопасно, чтобы в целом еще спуститься в эту погоду. У Алексея Богданова из команды Нижнего Новгорода тоже немаленький опыт. Впервые свои силы в этом виде спорта он попробовал в начале нулевых. Бываю здесь, наверное, 3-4 раза в году. Да, мы приезжали сюда на чемпионат в техническом классе, и приезжаем сюда работать с новичками, кто только приходит заниматься альпинизмом, знакомиться с горами. Это очень хороший район, здесь очень много интересных маршрутов, здесь красивая природа. И сами по себе маршруты, они безопасны, и по ним комфортно и проводить тренировочные занятия, и, соответственно, совершать свои восхождения. Кязии – гордость горной Ингушетии. Новейшая история – это первый альпинистский лагерь такого высокого уровня. Здесь уже 5 раз проводился чемпионат России по альпинизму в техническом классе и 3 раза в скальном. При этом в Ингушских горах множество неизведанных маршрутов. Все это делает нашу республику идеальной площадкой для проведения соревнований такого уровня. Республика Ингушетия, можно сказать, это спортивный регион. Именно проведение такого чемпионата России по альпинизму, я думаю, это развитие спорта в регионе, популяризация спорта в регионе. Это, я думаю, большой плюс нашей республики. Когда мы сюда только приехали в 2017 году, здесь было порядка 12 маршрутов. Всего 12 маршрутов. Сейчас у нас целый сборник, каталог, и более 50 уже маршрутов, линий которых пройдены.
И еще это не весь потенциал этой горной Ингушетии. Уже в пятницу спортсменов ждет важная задача – подготовка. Она включает в себя полный анализ предстоящего маршрута, какие преграды могут ждать, каким будет последующий спуск и многое другое. Но все предугадать, конечно, невозможно. Много решений придется принимать по ходу движения. Класс первого прохождений – настоящий вызов. Как считают профессионалы, альпинисты, они и исследователи. Когда есть готовый маршрут, спортсмен знает, что его ждет. А вот незнание добавляет азарта. Тем более поставить свою личную отметку на вершине – это оставить след в истории. 2 октября судьи будут подводить итоги чемпионата, а 3 числа пройдет торжественное закрытие и награждение лучших. Уже совсем скоро мы узнаем, как спортсмены проявят себя в новом для нашей страны направлении альпинизма. Мария Макиева, Хасан Евлоев, Магаз 24.